Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня, друзья, у нас, думаю, будет очень интересная тема, особенно для автолюбителей, потому что мы сегодня узнаем, как в автоматизированном порядке правонарушения, которые производятся на автомобильных дорогах, попадаются непосредственно к самим виновникам. Ну и в целом узнаем, насколько повысилась, улучшилась ситуация по безопасности на автомобильных дорогах республики благодаря автоматизированным системам видеофиксации. И в начале нашего выпуска давайте такую вводную работу, вводное небольшое интервью возьмем у Михаила Вятлева, заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, скажите, вот основная задача центра в чем заключается? Основная задача центра – это, соответственно, повышение безопасности дорожного движения, профилактика, предупреждение и пресечение административных правонарушений в области дорожного движения, зафиксированных комплексами фото- и видеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Вот. Бытует мнение, что может ли комплекс фото- и видеофиксации заменить человека, инспектора ДПС в частности. Ну, здесь такой вопрос риторический. Мое субъективное мнение, то что, конечно, комплекс фото- и видеофиксации полноценно заменить сотрудника не может, но комплексы фото- и видеофиксации, они значительно помогают, являются огромным подспорьем. Каждый комплекс фото- и видеофиксации, он, скажем, функционирует 365 дней в году, в зной, в мороз, в дождь, в снег. Он лишен таких человеческих, как говорится, слабостей, как прием пищи, сон и так далее. То есть он несет службу круглосуточно. И является огромным подспорьем нашей деятельности. Ну, действительно, сейчас, насколько я знаю, допустим, пересечение стоп-линий, допустим, удержание полосы, пересечение, выезд на встречку, ремень безопасности, фиксация. То есть, большое количество разных функций выполняет автоматизированная система. Но, тем не менее, это, скорее всего, больше как инструмент, у Госавтоинспекции, потому что автомату довериться все-таки вот так прямо полностью нельзя. И сегодня, я думаю, не зря мы приехали именно сюда, в этот центр, потому что мы вам расскажем, как именно происходит момент, допустим, от правонарушения, которое делает тот или иной водитель, до того, как он получит именно уведомление о своем правонарушении и, соответственно, штраф. Давайте посмотрим. Испытано на себе. Друзья, сейчас мы находимся уже в зале обработки административных правонарушений. Мы немножко сейчас тут пообщались, то есть, как видите, здесь операторы не полностью, заняты, то есть не все рабочие места. С чем это связано? Кто-то из операторов находится в отпуске, соответственно, люди имеют свойство отдыхать, ходить в отпуска. Зимой в силу объективных причин количество зафиксированных правонарушений снижается, потому что, учитывая климатические условия нашего региона, туман, гололед, То есть водители более ответственные передвигаются? Конечно. То есть в летнее время эта цифра, она значительно возрастает. Если коснуться статистики, например, в день сколько летом и зимой происходит обработки? В летнее время нашим центром выносится в день около 10 тысяч постановлений. 10 тысяч? Да. В зимнее время около 1000 постановлений. То есть разница ощутима. Да. Можно сказать, что время года сокращает в 10 раз практически количество правонарушений. Опять же, и поток транспорта уменьшается зимой. Многие автолюбители, так скажем, не используют транспортные средства, замораживают и так далее.
То есть тут тоже много причин. Ну, сейчас, друзья, уже перейдем непосредственно к практике. Конечно, я как человек, который не сотрудник, да, я не могу выписывать правонарушения, может, это и к лучшему, но, тем не менее, я могу как бы взять на себя роль обработчика информации, то есть поступает, например, 100 заявок, 100 правонарушений, как будто бы, да, то есть из них некоторые есть такие, которые отбраковываются, да, с чем это тоже связано? Да. Значит, фотоматериал, который поступает в Центр обработки данных, он анализируется, вот, во-первых, проверяется наличие событий административного правонарушения, состава, вот, сверяется марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак. А в случае, если какой-то из этих, так скажем, компонентов отсутствует у нас, принимается решение о браковке этого материала, отбраковке. Вот. То есть, допустим, регистрационный знак нечитаемый транспортного средства. Такое тоже, к сожалению, бывает. Там, бывает, снегом занесло и так далее. Вот. То есть этот материал, он бракуется, и постановление уже не выносится. То есть он непригоден для вынесения постановления. Вот. У нас существует постоянно действующая комиссия по отбраковке. Она заседает раз в 2 недели. То есть раз в 2 недели комиссионно все вот отбракованные материалы, они еще раз пересматриваются на предмет, так скажем, исключения фактов необоснованной отбраковки. Вот. Ну, такие факты у нас, конечно, исключены, контроль там достаточно жесткий. То есть у оператора задача очень ответственная. Конечно, да. Ну, давайте сейчас перейдем к рабочему месту оператора, посмотрим. Так, я могу присесть? Да, Руслан, я предлагаю вам поучаствовать, как говорится, в роли обработчика. Как бы на всякий случай сделаю уточнение, что Руслан сейчас у нас поработает в качестве обработчика, будет выполнять предобработку нарушений, и никаких юридически значимых действий он не делает. То есть он важное предупреждение. Постановление не выносит, на всякий случай уточню. Да, ну, перед нами рабочее место оператора, так скажем. Вот имеется фотоматериал. Значит, это у нас проезд на запрещающий сигнал светофора. Вот мы можем посмотреть, да, пункт правил дорожного движения 6.2, да. Ваша задача какая? Значит, понять, во-первых, сверить марку, модель автомобиля, то есть система распознала автомобиль нарушителя Toyota Corolla Fielder черного цвета, государственный регистрационный знак, мы это все сверяем, действительно ли это так. То есть вот этот автомобиль, да, и мы видим, что... Да. Так, а это видео, да, или фото? Да, это мы смотрим сейчас фотоматериал. Значит, фотоматериал, вот он. Здесь расположено 4 кадра, то есть 2 кадра, раскадровка это у нас до нарушения, и 2 кадра после нарушения. То есть вот мы видим, что автомобиль находится перед стоп-линией, горит запрещающий сигнал светофора. Дальше этот автомобиль уже совершил поворот, вот он. Вот он уже повернул на другую улицу, получается. Чтобы, как говорится, удостовериться в качестве дополнительной доказательной базы, комплекс, помимо фотоматериала, он формирует еще видеоматериал. Мы можем вот сюда нажать на вкладку «Видео» и посмотреть именно факт события административного правонарушения. Да, потому что я сейчас посмотрел на 4 фотографии и как-то не совсем не могу даже связать. Понимание. Да, вот смотрим, да, нажимаем play и смотрим. Так, вот он. Вот он поехал. Ну это точно, на красный. Да, то есть в данном случае событие административного правонарушения у нас налицо, состав у нас административного правонарушения есть. Берите в руки мышь и нажимаете кнопочку «Проверенный». Проверенный. Все. Да. Вот. Система направила этот материал уже на оформление должностному лицу госавтоинспекции. Далее, значит, следующий материал пришел, как говорится. Так, это уже другой, да? Да, это уже другой.
тоже значение световых сигналов светофора, то есть тоже проезд Да, на запрещающий. тоже проезд на запрещающий сигнал светофора. Так, ну, тоже, Да, я уже хотел бы да, сразу включить видео. да. Так, автомобиль у нас, где у нас автомобиль? Вот, Черный, марка модель. Lexus LX 570. Так, давайте Да, посмотрим. Вот он. вот он. Здесь перекресток оборудован Ага. дополнительной секцией светофорной сигнализации. Получается, автомобиль совершил проезд на запрещающий сигнал дополнительной секции светофора. То есть давайте для зрителей, наверное, покажем еще раз. Вот обратите Вот внимание это вот на этот частая светофор. ошибка автолюбителей. Да. Вот стрелочка моргает. Вот, все, вот автомобиль пересекает у нас знак 6.16, да, стоп, в момент, когда уже стрелка горит запрещающим. Все, данное нарушение будет квалифицировано по части 1 статьи 12.12 кодекса. То есть проезд на запрещающий сигнал светофора. Так, здесь тогда тоже можем уверенно Да, отправлять проверенные. Да, конечно. Ну, давайте, как бы, чтобы у нас было больше разнообразия, включим немножко другой вид нарушения. Допустим, скоростной. сейчас поставим галочку скорость. Перекрестки убрать просто? Так, перекрестки уберем. Совсем. И, как говорится, сейчас посмотрим нарушение, превышение скоростного режима. Вот, перед нами фотоматериал. Так, тоже Lexus LX Да, 470 здесь у нас теперь у нас. Lexus LX, регистрационный знак. Смотрим, совпадает. Здесь у нас место нарушения, получается, автодорога такая-то, такой-то километр. И фотоматериал смотрим. Значит, разрешенная скорость на данном участке пути столько-то. 20 км Да. в час. Вот. Автомобиль у нас ехал с такой скоростью. 55. Да, соответственно, превысил разрешенную скорость на данном участке дороги. Соответственно, подлежит административной ответственности. Ну, здесь уже это работа радара, да, то есть Да, тут уже видеофиксация, она как бы... Нет, здесь комплексы у нас бывают радарные, бывают безрадарные. То есть, ну, название говорит само за себя. Комплекс, который, функционал которого позволяет измерять превышение скоростного режима, он оборудован радаром. Ну, здесь действительно на, получается, 35 км в час превышения. Да. Также отправляем Да, в проверенный. да, совершенно верно. И уже следующий. Это получается такой бесконечный поток Да, правонарушений. совершенно и оператор, верно. Да. получается, Работа такая достаточно тоже монотонная, напряженная, нагрузка на, так скажем, глаза. Вот. Ну, если, допустим, в день, например, летом возьмем самый большой такой, это 10 тысяч в день, а здесь примерно, ну, 10 сотрудников, 10 операторов, например, может, да, работать. Вот это по порядку где-то больше 1000 На человека. Да, на человека Да, совершенно по верно. обработке. Так, следующий у нас идет превышение на 20-40 км в час. Автомобиль Nissan Safari. И так, вот эту открываем. Скорость разрешенная 40 км в час, он двигался со скоростью 65 км в час. Номера видны, хорошо читаемы. Да? Так, здесь мы обратно вот так возвращаемся и, соответственно, Да, проверенный. проверенный. Так, наверное, нашим зрителям, да, покажем, как. Так, следующий у нас номер читаемый. Номер хорошо читается. Значит, заглянем. Разрешенная скорость 40 км в час. Автомобиль двигался со скоростью 70 км в час. Ага, превышение получается на... Да, ну закройте Так, здесь. закроем. Превышение от 20 до 40 км в 20 час. до 40. Будет квалифицировано по части 2 статьи 12.9 кодекса. Также в Да, проверенный. проверенный. Это уже следующий. Да, Я думал. ну, можем еще, как говорится, скорость сейчас не будем. Дальше посмотрим другие составы. Ну, допустим, вот ограничение въезда. Это так, здесь у нас нет нарушений. Анализ фото. Может быть, стрел...
Вот. Здесь у нас мы видим участок, получается, улицы Калица, выезд с торгового центра Улуру Молл. Значит, на выезде с этого торгового центра установлен дорожный знак, запрещающий поворот налево. То есть водитель при выезде должен руководствоваться требованиями данного дорожного знака и совершить правый поворот в сторону улицы Дзержинского. Вот. В данном случае мы видим автомобиль, поворачивает с парковки, да, выезжает. Тут, кстати, он еще и траекторию показывает. Да, траекторию движения, конечно, это, как говорится, для облегчения оператору, так скажем. Вот. Мы видим нарушение требований дорожного знака, поворот налево запрещен. Ну, сверяем марку модели и также смотрим видео. Так, получается, номер читается. Да. Нажимаете видео и Ну да. Всё. ну, все объективно. На видео автомобиль у нас поворачивает под запрещающий знак. Данное административное правонарушение будет квалифицировано по части 2 статьи 12.16 кодекса. Так, отправляем в проверенный. Проверенные. Следующий. Ну это однотипные Да, все да, да. нарушения. То есть это опять же с торгового центра Да. выезжают. Давайте покажем видео. Сейчас посмотрим. Так, вот он, автомобиль в темноте. Это немножко другой участок. Это проспект Ленина, это проспект 45, Ленина, точно. перекресток проспекта Ленина и улицы Крупская. Мгм. Там установлен дорожный знак, предписывающий движение водителю только направо. Мгм. Вот. Соответственно, водитель требования данного дорожного знака проигнорировал. Ну, соответственно, Номер Да. совпадает, Да. читается Да. и отправляем в проверенный. Так, это у нас... О, что-то другое немного, да? Это у нас также это Ленина, да? Ленина проспект, да. Так, номер сверяем. Все верно. М же, да? Да, Вот это. буква М. Ну, Toyota Wish, Toyota Wish. Мгм. Смотрим видео. Так, вот он. двигается. Вот. В данном случае, видите, комплекс его зафиксировал как нарушение, да, Ага. но здесь не будет события административного правонарушения. То есть на видео мы видим, что автомобиль, он не совершил поворот, он проехал в прямом направлении. То есть комплекс дал сработку, потому что, видите, обратите внимание, автомобиль, он Чуть-чуть цепляет разделительную полосу. Давайте Вот. поближе покажем, да, вот смотрите. Вот. Вот здесь у нас, ну это в темное время суток, да, было Да. снято, поэтому вот у нас центральная полоса и автомобиль, как видите, вот он едет прямо по бровке, то есть. Да, в данном случае материал подлежит отбраковке. Значит, от браковки он подлежит, нажимаете вот сюда на перепроверку. Да. И вот здесь нужно выбрать причину отбраковки. То есть в данном случае у нас отсутствует событие правонарушения. Выбираем «Отсутствует событие АПН» и нажимаем на перепроверку. перепроверку. Да. И получается, и этот материал также еще кто-то перепроверяет. Конечно, конечно. В обязательном порядке материалы, отбракованные материалы, они перепроверяются комиссионно с должностными лицами госавтоинспекции и иными, так скажем, участниками комиссии по отбраковке. Так, ну еще один, да, вот у нас. Это получается напротив кинотеатра Лена, где Да, вот да, из да, Колбаса. совершенно верно. Так, смотрим. Машина. Ну, тоже. Причем две. Да, да. Так, а он у нас одну из Он них, у да, нас вторую зафиксирован Форестер, а вторую Так. зафиксировал другой фотоматериал. Уже другой. Да, конечно. Так, давайте проверим. Это Subaru Forester, номер совпадает. Так. И, как мы видели на видео, соответственно, он нарушил, Да. совершил Да, правонарушение. совершенно верно. Отправляем в проверенные. Я думаю, Да, по вы, этой теме. как говорится, на себе ощутили работу оператора. Это получается большой такой постоянный поток. Да, да. И совершенно. хочется, наверное, каждому оператору сказать: друзья, перестаньте нарушать правила дорожного движения, да? Ну, не только операторам. Вот, госавтоинспекция всегда призывала и будет призывать водителей
Вот. Соблюдать правила дорожного движения, вот. И помнить, что каждого из вас ждут дома. Любое, пусть даже на ваш взгляд незначительное нарушение правил дорожного движения может привести к трагедии и непоправимым последствиям. Поэтому я хотел бы еще раз обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Испытано на себе. Но сейчас, друзья, кстати, вот я здесь заметил такую карту. Здесь на этой карте показано, где в городе Якутске установлены, да, камеры фото-видеофиксации. Вот. Но сейчас мы перейдем к следующей теме. Также силами центра можно определить передвижение автотранспортного средства, то есть маршрут, я так понимаю, да? Да, так скажем, в арсенале госавтоинспекции есть специальные, так скажем, модули программного обеспечения, которые позволяют отследить перемещение транспортного средства как на территории нашего субъекта, так и на территории всей Российской Федерации. Даже так? Да, то есть для решения определенных там, так скажем, задач необходимо знать, где, допустим, находилось транспортное средство в определенный момент времени. Вот. И функционал программного обеспечения госавтоинспекции позволяет это делать. Вот. С его помощью, так скажем, у нас значительно упрощается выявление и пресечение, допустим, таких преступлений, как угон транспортного средства, использование транспортного средства с измененной маркировкой, так скажем, перебитые там, машины, вот, с поддельными документами транспортные средства, ну и так далее. Вот, то есть все это сейчас выявляется очень легко и просто, так скажем. Ну, давайте посмотрим. Испытано на себе. Так, ну сейчас, друзья, мы посмотрим, как можно в тех или иных, ну это в основном, скорее всего, разыскные мероприятия, да? Да. Как можно проследить маршрут того или иного автомобиля. Да, в арсенале госавтоинспекции имеется несколько, так скажем, модулей в нашем программном обеспечении. Первый модуль — это у нас перехват. Вот, он используется, ну, из названия, я думаю, понятно. Он используется для оперативного реагирования на проезды автомобилей. Допустим, происходит угон транспортного средства, когда дорога каждая минута, так скажем, данные об автомобиле вносятся в модуль перехват, и получается, сотрудник в режиме реального времени видит передвижение автомобиля по территории города или местности, да? То есть, как только автомобиль попал в зону контроля комплекса фото-видеофиксации, идет сигнал, и на мониторе у сотрудника загорается соответствующая, так скажем, информация. Вот. Это модуль перехват. Что касается выявления транспортных средств, водители которых оставили место ДТП, вот, ну, либо также угон, либо какие-то оперативно-розыскные мероприятия. Вот, используется тоже модуль клиент ИБД, он называется. Вот, в данном модуле мы можем проследить маршрут, выявить какие-то точки притяжения автомобиля. То есть, если проанализировать перемещение автомобиля за определенный период, можно понять, куда ездит человек, в каких местах он часто бывает, ну и, соответственно, так скажем, получить оперативно значимую информацию для установления этого водителя. Вот. Функционирует он
достаточно просто. Нажимаем вкладку «Маршрут». Здесь мы вводим регистрационный знак автомобиля. Предлагаю ваш автомобиль. Мой? Да. Хорошо. Я сейчас продиктую, у меня за окном стоит. Сейчас. Давайте. Минутку. Так. Е. Или как говорят, Елена, да? Да. 862. Елена Родион. 14. Так. Вчера передвигались на автомобиле? Так, вчера, да, еще супруга ездила. Вот мы поставим дату вчерашнюю. Нажимаем кнопочку «Поиск». Вот система нам сформировала список проездов автомобиля. Мы нажимаем кнопочку «Маршрут». Построить маршрут. На карте у нас отображаются точки, где автомобиль перемещался, да? И можем нажать вот такую кнопочку «Анимация». То есть сейчас у нас будет проходить вот, как машина ехала, то есть от точки А до точки Б с фотографиями. То есть даже можно по фотоматериалу при определенных условиях определить, кто управлял автомобилем. Вот у меня супруга поехала Да. на работу. Да. Вот он в районе порта. Да. в школе работает. Система имеет достаточно широкий функционал, позволяет делать различные выборки, вот, что, соответственно, значительно облегчает нам, так скажем, выполнение наших служебных обязанностей, вот, с введением специального программного обеспечения «Паутина», оно называется СПО «Паутина», так скажем, значительно упростилось вот, выявление транспортных средств, которые скрылись с места ДТП. Вот. То есть сейчас практически инспекторам, ну, используя вот функционал данного программного обеспечения, достаточно там, грубо говоря, там посидеть, поанализировать, и я думаю, виновник не уйдет от ответственности. В любом случае его найдут. Тут хотелось бы обратить внимание, что прямо даже вместе с фотографией, да, то есть и сама по себе Совершенно вот. верно. То есть все можно поминутно восстановить весь маршрут полностью. Совершенно верно. Также система она позволяет отследить перемещение по территории всей Российской Федерации. То есть если автомобиль покинул пределы нашего региона, это не значит, что он скрылся с глаз, как говорится. Мы вас больше не видим, да? Да, в любом случае, где бы он ни находился, в любом регионе Российской Федерации он будет, как говорится, под контролем. Вот. Как-то так. Ну, я на самом деле удивлен, здорово, то есть очень интересно. И причем это еще не все, дорогие друзья. Впереди у нас еще очень, я бы сказал, инновационный, да, хотя он уже работает, по-моему, уже год или больше даже года. Да. Автокомплекс «Автоураган». Автоураган МС. «Автоураган МС». Да, это что позволяет? Аппаратно-программный комплекс «Автоураган МС». Он предназначен для выявления административных правонарушений. Он, так скажем, умеет фиксировать превышение установленной скорости движения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил остановки стоянки транспортных средств. Вот. И еще у него есть такая интересная функция, это работа со списками розыска. То есть в систему загружается список определенный, да, транспортных средств, которые представляют, так скажем, оперативный интерес. Это, допустим, лица, которые в установленном законом порядке не сдали водительские удостоверения после лишения права управления и продолжают управлять. Вот, хочу напомнить, что исчисление срока лишения у нас наступает только с момента сдачи водительского удостоверения. То есть, если человек водительское удостоверение не сдал в подразделение ГИБДД, он является лишенником, лишенным права управления транспортным средством.
Вот, и, как говорится, подлежит, так скажем, выявлению и исключению из участия в дорожном движении. Вот эти списки у нас регулярно загружаются в комплексы «Автоураган МС». И дальше комплекс несет службу на маршруте патрулирования. В случае, если транспортное средство из списка розыска попадает в зону контроля комплекса, на мониторе у инспектора появляется сообщение, что автомобиль такой-то, госномер и причина розыска. Вот. Инспектору остается только остановить автомобиль, сверить данные, проверить, ну и, соответственно, привлечь водителя к административной ответственности. Вот. Это касается и транспортных средств, государственный регистрационный учет которых прекращен, то есть снятые с учета. Вот. В данном случае регистрационные знаки изымаются у автомобиля, и на водителя составляется административный материал. Вот. Данный комплекс он оборудован 6 видеокамерами, обзор у него 360 градусов. Вот. Они у нас на наших автомобилях, они у нас в балочном исполнении, то есть камеры находятся на крыше автомобиля, где сигнально-громкоговорящее устройство находится. Камеры работают у нас также, данный комплекс работает в любое время суток, вот, при любых погодных условиях, невзирая на мороз и так далее. Вот. Ну, инспектора тоже отмечают положительную работу этого комплекса. Значительно он, так скажем, облегчает работу, потому что все равно нужно понимать в условиях, в наших суровых климатических условиях, да, все равно у инспектора, так скажем, глаз замыливается, туман. Вот. То есть идентифицировать регистрационный знак комплекс сможет намного быстрее, чем человек. Вот. Ну и, соответственно, оперативно его задержать. Испытано на себе. Сейчас, друзья, мы находимся уже в автомобиле, оснащенном комплексом «Автоураган МС». В целом, как мы уже слышали, в этом автомобиле загружена база данных. База данных, скорее всего, обширная, да, там и лишенники, да? Лишенники, прекращение регистрации. Вот, и в целом сейчас, ну вот мы перед тем, как начать съемку, общались, то есть, когда была введена эта система видеофиксации «Автоураган МС», то сработок было очень много, да? Вот, сейчас стало гораздо меньше. То есть это показывает что? Показывает эффективность этой системы. То есть уже правонарушители, которые еще раньше как бы могли себе позволить, допустим, передвигаться по городу без прав и так далее, то сейчас уже их стало гораздо меньше. Я правильно говорю? Да. Вот. Если так посмотреть, то я вот со своего места вижу уже экран, который, как было сказано, на балке находится 6 видеокамер. И прямо я вижу, как уже все, что попадает в поле зрения камеры, фиксируются все номера. И, скорее всего, сразу сканируется по базе данных, да? Ага, она автоматически все сканирует и потом уже выдает. Ну, мы сейчас в рамках нашего выпуска, да, сделаем такой небольшой круг, проедем в целом, чтобы показать работу комплекса. Ну и возможно что-то кого-то удастся по базе найти. Но сейчас вот как практика показывает, сколько вот в день, например, с помощью «Автоураган МС» можно обнаружить нарушителей. Вот когда только поступили, сколько машин было? 10 машин было, по-моему. И каждый порт по 2 лишенника оформлял. Днем. В день. День. По 2-3 лишенника. Потом уже люди уже услышали, где-то почитали, уже мало стало.
некоторые даже с правами были. Ну, пишут заявление об утере и права с собой возят и показывают. То есть права как бы есть, которые можно показать, а по базе они уже... Ну, пишут заявление об утере, Мгм. а у него уже срок идет, а права не сдают, получается. Мгм. И с собой возят, так показывают. Мгм. Ну, в Тавроган же выявляют. Вы же лишенник, говорят, удивляются уже, откуда вы знаете. Знаете. Есть кудик, да? Так, сработала система Автороган МС. Здравствуйте. Инспектор ДПС Данилов. Документ, пожалуйста. Это вы, да? Ага. Права с собой нету. С собой нету? А где она? Дома? Угловой машине. Так, Виталий Александрович, вы не лишены прав, да? Управления? Или лишены? Лишены? Пройдемте машину, пожалуйста, уважаемый. Как вы видели, сейчас в рамках нашей передачи, несмотря на то, что сотрудники ДПС сообщили, что в целом срабатывание идет, ну, сейчас уже реже, да, потому что люди, которые лишенные прав, они уже либо знают про такие комплексы и уже не выезжают на улицы нашего города. Но в целом, как видите, сейчас Автороган МС сработал, и действительно за рулем был человек, который был лишен прав. И несмотря на это, он передвигался по городу, соответственно, совершил административное правонарушение. Ну, я думаю, что сегодня в нашем выпуске вы узнали много интересного. В целом, как работает автоматизированная система фото-видеофиксации правонарушений на дорогах. И хотелось бы также, пользуясь случаем, призвать соблюдать правила дорожного движения и, конечно же, быть взаимовежливыми на дорогах. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Пока.